Здравствуйте, дорогие родители, папа, мама и Милочка. Прошло уже много дней, а мне они кажутся вечностью, как я остался один без Алексея. Эти дни самые черные дни в моей жизни. Не с кем поговорить о доме, не с кем поговорить о вас. Вспоминать старое, все ушло в прошлое, покрылось мраком. Жалко, Леша. Жалко. До слез. Разве он не хотел жить и работать? И как же после этого не мстить этим варварам, людоедам, немцам? За Алексея, за погибших товарищей, за растерзанных детей, за разрушенные города и села, за нарушенный мирный труд, словом, за все. Будьте спокойны. Кровь Алексея не останется неоплаченной. Я ваш сын и брат погибшего Алексея заявляю вам, что мы разгромим и уничтожим до единого немецких оккупантов. Смерть за смерть, кровь за кровь. Алексей погиб так. 6 декабря, как вы читали из газет, день нашего наступления. Взвод Алексея наступал на деревню Рябинки, где немцы установили много противотанковых пушек. Одна из них ударила по танку Алексея, пробила броню и убила и Алексея, и башенного стрелка. Через 2 дня его похоронили. Пишу, а у самого спазма сжимает горло. Да чего жаль, Алёша. От вас мы, а теперь я, ничего не получаем, как уехали с Востока. Прямо и не знаю, чем ее объяснить. Пишу я вам регулярно, через каждые полмесяца, а от вас ни строчки. Послал вам переводом 500 рублей по телеграфу. Не знаю ничего, получили или нет. Посылал также из Нижнеудинска свой аттестат. Там, в общем, ничего не известно от вас. Живы или нет, тоже для меня не ясно. Скоро вам переведу еще денег. Если знаете адрес Ивана, напишите мне. И как можно скорее. А также адрес Татьяны. Ну все. С приветом, Александр Козулин. Адрес старый.